Контактный зоопарк можно найти в каждом городе. Такое общение с животными является принципиально новым типом общения между зверьми и детками. Здесь предоставляется возможность вступления в непосредственное контактирование, что позволяет поиграть, покормить, а также погладить животное. Таким образом, это является прямым общением между ребенком и животным, где отсутствуют всякого рода границы, вольеры и клетки. Любому ребенку предоставляется возможность самостоятельно убедиться в том, что петух кукарекает, уточка крякает, а зайцы любят морковку. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская. И сегодня в рамках нашей программы мы освоим такую профессию, как помощник работника контактного зоопарка. Мы познакомим вас с очень интересными спикерами, которые наполняют этот замечательный дом животных зайчиками, уточками. В общем, будьте с нами в течение всей программы и узнавайте самые интересные, самые первые. Испытано на себе. Вот так вот можно взять кого-нибудь, да, попросить, не мешай, да, хороший Снежок. Снежок его зовут? Да. Получается, все животные, которые здесь есть, они все могут, их можно всех потрогать, погладить. Ну, практически всех. То есть у нас идет как контактный зоопарк, в которых можно животных трогать. Также есть для видового разнообразия. Поближе познакомиться с тем или иным хищником, поближе, или покормить, но не трогать. Вот я видела двух таких животных, которые у меня вызывают вопросы. Первое, Осторожно. Первое – это змея, очень большая. Да, это у нас самая крупная змея, она весит 85 килограмм. Порода темный тигровый питон, а его зовут Лео. Лео. Он у нас привезен Можно потрогать. Да, можно. То есть смены с опытными инструкторами. А может быть, есть какие-то ограничения по возрасту у детей? Ну, потому что маленькому ребенку там 3, 2 годика. У нас ограничений нет, то есть детям до 3 лет даже бесплатный проход. А в плане того, что контакты с животными, все равно не каждому животному понравится, что ему там в нос палец засунули. Поэтому и нужны работники, которые будут следить, чтобы животным ничего больно не сделали. То есть мы следим, чтобы и дети, и взрослые все аккуратненько могли потрогать и познакомиться поближе с животными. А что касается страуса? У нас здесь 2 страусят, двое страусят, то есть они подростки. Они еще пугливые. Вот на филиале на 202-м, там у нас уже взрослая особь, уже ручная и любит поглаживание. Ой, это кто? Это бобер, что ли? Это сурок, байбак. А почему он не спит? Они вот увидели, что мы здесь убираемся, вот им и любопытно. Но он не нападает, он хочет поиграться. Ну, как сказать, они как-то, да, агрессивные. Могут и напасть. Поэтому заходить туда нельзя. То есть можно через верхние сетки только их кормить. А так просто еду скидывать или Да, они могут... еду скидывать. Мы ее разбудили. Ася, пойдешь ко мне? Да, разбудили ее, вот и недовольна. А откуда берут животных? Чаще всего мы привозим из различных других зоопарков. Там, Московской области, Питерской. Последние животные у нас привезены из Иркутской области. Это кто был? Это вот питон Лео. То еще у нас был крокодил. Тут крокодил есть? Да, он вместе с черепахами живет. Нильский крокодил. А И если игрунки. вдруг так получится, что не закроют хорошо клетку? Но животное может сбежать, если она это увидит и заметит. Особенно такие животные, как ночные. Там вон сурикаты есть. Да. А ночные, они днем спят? Да, чаще всего, да. Ну, ночные это в основном хищники как раз-таки. Сурикат тоже считается хищник. А он меня боится, этот хищник. Он пугливый у нас. Мальчик. Сейчас. Ему же все равно интересно, все равно же пугать. Ушел.
Испытано на себе. Смотрите. Оказывается, это не усики, это глазки. А что у него нос тут было? Это нос? Это усики, и вот там они, ротик. усики. Вот они, да? Всё, я хочу. Салфетки можно на кассе взять. То есть у нас основная задача идет с утра, это уборка в больших вольерах. После чего мы убираемся в таких маленьких клетках или еще где. Можно сейчас убраться как раз таки у крыс. Ой, это крыси? Да, крыски декоративные. А как здесь убирается? Мы специально берем контейнер, в который можем переложить животных, чтобы они не убежали, пока мы убираемся. Можно спокойно доставать по одному и перекладывать в этот контейнер. Смотрите, такая подружка у меня. А вот что касается любви к животным, ну и людей, которые идут сюда работать, спустя какое-то время не возникает ли какая-то, может быть, усталость? От животных? Да. От животных никогда не бывает усталости. Они наоборот как доза счастья, как антидепрессант какие-то, антистрессы. Даже в выходные наши работники зачастую приходят, чтобы именно пообщаться с животными. А бывает такое, что животное берут, ну или отдают, или вот потерялось оно, нашлось там, кто-то из жителей там города, допустим, принес отдать его, а оно дикое, и его перевоспитывать надо. У нас много животных, спасенных из леса. Так, дальше идет, открываем мы клетку с вами. Нужно так вот спустить, чтобы удобно было, а то там тесно. Оп, и там с другой стороны. Так вот здесь, ага. Угу. Осторожно, там поилка. Мисочку тоже вытаскиваем. Вот совок. Его можно вот так вот. Сейчас могу еще скребок принести, чтобы удобно было. И это идет в мусорку. И потом набираются свежие опилки. Да, все верно. Отойди. Где? Ну, больничные живут подруги. Вот, скребок, им удобнее и проще всего. И все высыпается, да? Вот возьмите скребок. Он будет проще. Сколько всего здесь животных у вас есть? О, более 200 видов. А сотрудников различных. сколько? Человек 10 у нас. Вы работаете посменно? Да, посменно. То есть будни, например, по двое работают, выходные по трое. Так, и свежие опилки. Да, сейчас принесу. Он меня щекочет. Они такие тепленькие, Ну, как котятки. А вот те, которые спят целыми днями, им не мешает то, что, допустим, там петухи орут? вот у нас чистые опилки. Насыпаются примерно столько же, сколько мы и выбросили. То есть главное, чтобы дно перекрывало. А где берете опилки? Специально покупаете? Это или- все заказываем. Так это не... То есть все само начальство. Мы просто объясняем то, что, например, заканчиваются или, например, наоборот, еще есть наличие. Ну То есть, какие конечно, попало, сдачи не подойдут, Нет. получается. Нет. Вкусно пахнет? Да. Смолой пахнет. Можно Ой, у еще меня вот мышь убежала. Ничего страшного. И еще чуть-чуть. Ну, путешественник. Угу. Накрываем крышку. А тарелку?
Тарелку тоже, да, надо обязательно. Тут у них особый корм какой-то, да? Да, у них смешанный. То есть корм для грызунов, также различные мюсли им даем, фрукты, овощи. А бывает такое, что пришли дети, и кто-то там был со жвачкой. Мы стараемся следить за этим. Также они приносят и всякие леденцы, и мы просим как бы съесть это еще до того, как зашли к животным. Можно обратно поставить. Вот это, например, крыса окраса хаски. То есть у них в течение жизни он меняется. По сезону Нет, просто или с возрастом? с возрастом. А на таких крыс кошки охотятся? Ну, как сказать, это тяжело, потому что дома обычно все домашние, не хищники и могут даже дружить. Так, Этих основную надо задачу чистить? мы сделали, то есть Так, это ага. уборка в вольерах, да, как убраться, например, в мелких клетках. Также мы делаем влажную уборку. Такие чистенькие, как будто они сами помылись, посмотрите. Да, они очень радуются. Все животные любят чистые опилки. Так вот, также у нас идет, конечно же, влажная уборка, появляется что? пыль. То есть мы, например, протираем такие, как скамейки, стулья, да, всякие такие поверхности разные. То есть вот еще у нас стекло, его тоже можно протереть. Вот самый крокодил нильский. А, ой. То есть, чтобы посетителям было удобно видеть животных, мы все протираем, все стекла, поверхности. Также у нас везде есть искусственные растения, которые мы тоже протираем. А у вас есть зона карантина? Да, Вот, ну вообще само по себе слово карантин, оно звучит как-то страшно. Но там же, как я что-то как-то звучит как больные, да? Да, что там живут больные животные. Это правда так? Ну, больные, как сказать, карантин это у нас в основном те животные, которые только принесенные. И чтобы они... адаптации? Да, для адаптации. Чтобы они могли привыкнуть к этому запаху. Да, внизу у нас тоже стекло, чтобы маленькие дети тоже видели. Чтобы мало ли какую заразу сами не принесли для наших животных. Потому что мало ли чем может болеть или еще что. А какие болезни, которые могут быть у человека, также можно перенести и животному? Нет, никакой. А бывает такое, что, допустим, ребенок где-то там побывал в гостях, там кошка, те же самые клещи, потому что я слышала, что домашние кошки, которые даже не выходят из дома, Они могут заболеть. они могут заболеть, если человек просто даже элементарно на обуви ее приносит. Здесь такое возможно? Возможно, но маловероятно. Особенно учитывая сейчас наши холода. То есть это больше летний такой? Да, но летом все же у нас не было таких проблем. Смотрит, да, на вашу работу петух. Все следят, оценивают. Моя целевая аудитория. Да? Петух у нас ручной. А с тобой мы уже подружились, да? До начала съемок. И с тобой мы тут записывались. Такие хорошенькие. Целевая аудитория – это все-таки дети? Да, семьи. Родители, которые хотят как раз-таки познакомить своих детей с миром животных. А какой возраст чаще всего посетителей? Это прям самые-самые маленькие или же все-таки взрослые тоже? Чуть постарше, которые уже осознанно выбирают там любимых животных себе, выбирают, кого брать, кого не брать, кого кормить, кого не кормить. Потому что, например, до 3 лет дети еще сложно им понять, что это,
Им до 3 лет им все нравится, они все хотят. Да, ну и они также резкие, могут что-то случайно больно сделать. А какой инструктаж проводят посетителям? Ну, то есть это у нас при входе, когда идет оплата за билет. Идет оплата такая, инструктаж такой, то что первым делом мы показываем перечень правил. Они у нас есть на кассе, то есть правила входят такие, как не пихать пальцы в клетку, чтобы животные не могли укусить. То есть любое животное может подумать, что это еда, и вас случайно укусить. Фотографировать можно, главное, без вспышки, чтобы животные не испугались. Все-таки резкое же может такое движение быть, или же резкий звук. Потом у нас там сами никого не достают люди, потому что есть и неручные животные. Там, например, скорпион там, или еще кто, они же ядовитые. Скорпион есть? Да. Ух ты! Я вам его немного погодя покажу. Здорово, я хочу увидеть скорпиона. А вообще, вот наша республика, у нас очень холодно. Все ли у нас подходящие условия для вот достаточно абсолютно разных животных? И кто-то из Содержать? оазиса, кто-то из огорода, можно сказать. То есть козочки, зайчики, это еще вполне Да. себе распространенно. Есть, допустим, где-то в деревнях люди их разводят. Но тот же самый крокодил, змеи. Это уже рептилии, да, для них уже нужно соблюдать температурный режим, влажность и период кормления. Также у змей есть такая вещь, как линька, когда Линька. сбрасывают свою чешую старую, и в этот момент нужно процесс либо помогать, А как либо следить. снимают чулок с ней? Да? Прям чулок отходит. Круто. Но чтобы помочь, это обязательно надо увлажнить чешую. А потом его как можно использовать? Чешую старую? Да. Она никак. То есть она начинает разрыхляться и портится, рваться. А как же дизайнеры тогда её А это все используют? с живых змей. Ау. Да. То есть, когда у Поэтому них еще вот это вот жирное. именно с жировой кожей вместе. слой. Не только чешуя, но и, грубо говоря, с мясом. Все, мне нужно воду применять. Испытано на себе. Она Иди потискайся. меня проигнорировала. Да, по Я мне тоже сделала скучает. усилие. Я усилие сделала, я боюсь собак. Такая смешная. Да, она у нас очень общительная, очень такая игривая. Да? Да. На меня порой обижается, что редко прихожу. Да вот как раз-таки косуля. Его зовут Кайса. Ему всего 2 года будет этим летом. А у него рожки отпилены или отрастут еще? Они у него отпали недавно. Они сами отпадают. Да. То есть его нашли на острове, он был без мамы. Еще с пуповиной, то есть Ой, ему было несколько тешится дней. меня. Да, конечно, растут же новые рожки. Люди нашли его и принесли его к нам, потому что Там мамы не павлины нашли. еще. Да, у нас с ним вместе живут павлины, зайцы дикие. И как они ладят? Да, они ладят, конечно. Все миролюбивые, спокойные. Ну, зайцы трусливые, как и павлины. Также у нас есть филин, краснокнижная птица. У нас есть разрешение на содержание. А он не хочет До сказать, весны. где мое письмо из Хогвартса? Он не летал, поэтому не смог, наверное, письмо принести. Ну тогда это многое объясняет. А филин, я слышала, что он тоже ночной хищник. Да, А почему он сейчас так смотрит? потому что шумно. Ну, он в основном все время на чайку. Глаза такие выразительные у него, завораживающие. И здесь у нас также есть такие, как выпь, например. Выпь? Это кто? Да. Вот птица. А, это птичка. Вон ворон наверху тоже у нас на веточке сидит. Из Жата его привезли. Тоже не летал. Он и сейчас не летает. Он Да? просто сидит. Сейчас он парит немножко. Может пару взмахов сделать. А это в связи с чем? М? С чем это связано? Раненые или больные. Они не смогут выжить в дикой природе. Не смогут добывать пищу себе, поэтому они у нас остаются. Да и не жалуются, радуются. Конечно, еду им прямо в рот дают. А бывает, что кто-то, ну как сказать, по пищевой цепочке некоторые постояльцы друг для друга корм.
У нас нет. Какой-нибудь- Это дикобраз? Да. Ее зовут Адель. Адель? Она отдыхает или просто не хочет? Да, отдыхает, лежит. Ну, у нас такая. Подойдет только ради еды или еще что. Вот у нас на 202-м есть мальчик, тоже дикобраз, его зовут Дик. Вот он общительный, очень любит, когда его чешут там. Она такая еще, с характером. А между собой они в пары собираются? Ну Да. вот мы их вязали, но, к сожалению, пока еще ничего не вышло. Сейчас еще будем пытаться. Тут у нас зона, где есть различные обезьянки, игрунки, это самая маленькая порода обезьян. Тут у нас кошачьи лемуры Катта. Это как был же прикол из Это- Багойся. А, это же... Король Джулиан, Король Джулиан. Да, из Мадагаскара. Мальчик и девочка. У нас есть и обезьяна Валера. Любит Обезьяна внимание. Валера? Да. Очень любит внимание. Окей, пусть будет так. Да. Меня узнал. Да, обиделся, смотрите. Делает вид, что нас не видит. Также у нас там есть две еще хищные птицы, дальнюю из которых за несколько дней наш работник один приручил. Вон ту, Птица-конюк, которая да, летает? да, которая вниз спустилась. Это птица-конюк, хищная. И за несколько дней наш работник смог приручить. Летом особенно у нас такой период, когда спасаются маленькие воробьи там, или еще кто. это же Сыч сова. тоже А спокойный. это сыч? Да? Спасенный. Не из леса, но как бы тоже не ручной, в плане того, что их гнездо случайно разворотили хозяева дома, когда копались на крыше. Мама улетела, оставив детей, и дети, к сожалению, не все смогли выжить, остался у нас только один. Мы сами выкармливали, они у нас были на карантине долгое время, то есть поддерживали температуру и питание. Там нужно каждый час-два их кормить. А у них же бывают и свои там болячки, например, там вздутие живота, еще что. Тут получается круглосуточная работа. Да, ну, почти да. Тут у нас различные хищники. Вот это у нас из Покровской зверофермы. Песцы и лиса. Лису зовут Афина, а песцов девочка и мальчик, как из фильма «Сумерек». Помните, как имена их были? Эдвард и Белла. Да. Ой, Это она испугалась. как я тоже испугалась. Ну, она, походу, поняла, что у меня с собой нет еды. А вы их покормите? Давайте. Это лакомство. Кошачий корм. Иди сюда. Она у нас скалолазкова. Любит сверху еду брать, чтобы ей песцы не мешались. Сказала. Главное везде следить, чтобы дверь была закрыта. Тоже зайдите. Вот, можете давать по одной, с ладошки, аккуратненько, раскрыв ладонь. Ай, щекотно. Язычком, да, лезут? Щекотно. Все, у меня больше нет еды. Всё, девчонки, отходите. Ну, я тебя кормила вообще-то. Ой, они как шапки, правда? Песцы. Не кусаются. Кто-нибудь дастся мне погладиться? Ну, пожалуйста. Ну, иди сюда. Да, они боятся резкие движения. Афина у нас выросла вместе с Лялей.
Она когда пришла, она была совершенно маленькая, и мы ее поселили вместе с собакой. Она считала мамой свою собаку. Все, теперь посмотри на камеру, туда смотри, смотри на камеру и передай привет своим родственникам. Все, пойдемте отсюда, у меня еда закончилась. А сколько животному нужно времени, чтобы адаптироваться к новому сотруднику? Ну, ко всем по-разному. Кто-то быстро привыкает, кто-то долго. А бывает такое, что какие-то определенные животные, они никого, кроме одного человека, к себе не подпускают? Например, обезьяна или попугаи. Те, которые прям привязаны к одному человеку. Их потом никак не переубедить? Возможно, переубедить, но это нужно время. Ой, это Еврашка. Да. Ее зовут Ева. Ева. Смотрите, какая чистая. Вот она у нас спасенная. Травмирована челюсть. У нее заячья губа. Мгм. Поэтому она у нас и живет. Получается, для дикой природы они бракованные уже животные, да? Можно так их называть. Она очень нежная у нас. А какие животные самые любимые у детей? У детей, ну, это, конечно, кролики. Также они радуются рептилиям. Все-таки это для них экзотические животные. Хорьков очень любят. Кого? Хорьков тут у нас есть, могу сейчас Так они же достать. спят. Они по 20 часов в день спят. Выспятся. В следующей жизни я хочу быть хорьком. Сами по себе хорьки не очень активные. Нежные, да? Кто меня там- успокоилась уже, не боится меня. Кто меня там покусывает? Да? То есть, видите, да, у нас главное правило – это пальцы в клетку не пихать. Любое животное может подумать, особенно, ну, как ноготь, что это еда, и укусить. Это дегу. Белки такие. А почему этот кролик здесь один? У нас тут отсаженные. Например, крольчихи, это которые либо готовятся рожать, либо которые родили уже. Но мы стараемся их не беспокоить. Все-таки нервный же процесс беременности, вот это вот все. Да и тем более там могут ей помешать родить. Испытано на себе. Это у нас лесной скорпион, Такие в порода лесу ходят? спинифер. Ну, не в нашем. Да тихо-тихо-то. Он Ничего. ядовитый? Да, у него яд есть. А я? Кусал Что случилось? кого-нибудь? Ну, одну работницу жалил. Она А умерла? так? Нет. Ты что? А что бывает от укуса скорпиона? Ну, то есть они ядовитые, но яд у них для всех безопасен. В зависимости от того, насколько у вас как аллергическая реакция. Только Аллергик ли вы? пенициллин не переносим. Готовы? Наверное, да. Он не ужалит, ничего не сделает. Ну, иди Просто сюда. пойдет к вам. Ау. Друзья, сейчас вы можете видеть 2 скорпионов в кадре, а потом еще 2 змей. А, он спрыгивает. Ничего страшного. Ну, вообще посетителям обычно не даем. В целях безопасности. А можно сфоткаться? Можно. Отключай камеру. Главное, не уроните и не гладьте. Птицеед. Оу! Это неожиданно. Он ядовитый? У них яд совсем малой дозы. То есть они просто так ядом не стреляют, ничего такого. А вот я видела, многие красивые глянцевые фотосессии с ними проводят. Да. И на лицо себе сажают и так далее. У них лапки цепкие, но брюшко тяжелое, поэтому мы стараемся не держать их в горизонтальном положении, в вертикальном точнее. А где у него лицо? Глаза? Вот у него. Тут глазки. Сами по себе они очень хрупкие, у них хрупкие лапки, брюшко.
Поэтому маленьким детям мы стараемся не давать, чтобы они не уронили. Птицеед, потому что птиц ест. Он маленький для того, чтобы птиц есть. Но вообще это возможно. Для маленьких, маленьких птиц, да. То есть воробушка, он может, в принципе, Ну, воробушек схомячить. большой, там, колибри, например. Они же не у нас водятся в Якутии. А чем он питается здесь? Насекомыми. То есть у нас есть именно кормовые насекомые, такие как тараканы, сверчки появляются иногда и так далее. А что вот это вот за тараканы? За таракашки, Вот это? лупашки какие-то, да. Это взрослые особи именно зоофобусов. Это Зоофобусы кто – это такие личинки, они длинные. У них очень много углевода, они очень питательные, поэтому мы специально отсадили, чтобы они плодились. Мгм. Пойдемте, я вам покажу кормовых насекомых. Пойдемте. Так, стоп, куда контейнеры дели? Перенесли. Да, контейнеры у нас перенесли. А пока мы Вот здесь, они. друзья, мы можем видеть старую шкурку змеи, которую она сбросила. Она находится прямо здесь. 85 метров, да? 85 килограмм, а 5 85 метров. килограммов и 5 метров длины. Смотрите, какая большая. Тут обитательницы поменьше. На пеленочке спят. Можем посмотреть, температура внутри здесь этого террариума составляет где-то 29 градусов. Плюсовая температура. Здесь у нас кормовые насекомые. Я, к сожалению, на Жарницкого редко стою, поэтому то, что тут меняется где-то местоположение, не сразу понимаю. Мраморные тараканы. Я как-то в городе такую одну видела, на улице. Рыжие, может. Нет, я знаю, как выглядит домашний таракан, но он был такой большой, и я была немножко обескуражена. Рыжие даже больше бывают. Как он называется? Кукарача? Мадагаскарские, может. Да. Такой. У нас они тоже есть. Почему он мог оказаться на улице? Его кто-то потерял? Может быть. Он убежал? Некоторые люди себе их даже домой заводят. О. То есть те, кто держит дома рептилий, они специально плодят таких насекомых, чтобы не тратиться постоянно на корм. А в отличие от тараканов, которые дома, они буквально везде. Если один попал, он тут же расплодился, размножился. Он может быть в одежде, в любых щелях, под Это плинтусами. рыжие, да. Да, а вот эти, они А этот, вот- выйди из дома, он не выжит. Но он только здесь. Они вот как на своей- декоративные. На своей территории Да. он находится всегда. То есть дальше этой коробки он никуда не сбежит. Тем более здесь все смазано Чем? вазелином. И Чтобы мы они постоянно, ползли? да, чтобы они не уползли. И всякие вкусняшки вон кидаем. Вон у них сейчас печеньки, Мгм. всякое такое. У них всегда должен быть запас еды. Тут никого. Ой, Испытано на себе. она довольно-таки приятная на ощупь. Да. Они не склизкие, а именно гладкие на ощупь. Причем очень-очень вот чешуйки, которые можем... Чешуйки видны очень хорошо, но при этом они настолько плотно друг к другу прилегают. И Что гладкое, и кажется, что это просто сплошная. вот игрушки сейчас делают очень похожие такие, под таких змеек. Гладенькая, как будто бы какая-то гладкая резина. Видите, да, язык часто достает. Да. То есть у них само по себе зрение, оно слабое, а язык, он как тепловизор. А, Вспомогательный. ой, смотрите, она в узел завязалась. Да, у них лап нет, поэтому они стараются хвостиком держаться. Ну, мы с ней очень похожи. Я тоже иногда в эфире язык показываю. Она замоталась. Держится. Это у нас общительный. Он хрюкает, как будто бы. Шипит. А он так шипит, Угу. как будто рычит. Ой, язык показывает очень-очень быстро. Императорский удав. Это который из Маугли, да? Угу. По челюсти можно еще понять. То есть у удавов именно челюсть, она более массивная. А у питонов более мордочка такая женственная. А зубы там есть у него? Зубы, конечно, А их есть. можно посмотреть? Да, мой хороший. Всё, он ползет. Нагайно.
ужин. А он тут поцарапался. Нет, это у него шкурка так будет скоро отходить. Нагайна у нас есть на 202-м филиале. А, ее так и зовут. Да, та уже весит 40 килограмм. Ух ты. Тоже тигровый питон. Ее можно так на шею себе повесить красивенько. Тоже фотографии классные выходят. Ну и с ним мы вот выходили на пляж купаться. И как Он прям другие плавал. отдыхающие? Честно, я думала, что будут какие-нибудь мамочки, которые скажут, уберите от моего ребенка животное, это она опасна или еще что. А наоборот, все очень обрадовались, узнав, что это бесплатно, можно сфотографироваться, потрогать животное. То есть наша основная цель это не, как сказать, есть люди, которые на этом зарабатывают, но для этого нужно обязательно лицензию иметь, чтобы именно фотографировать, да, платно. Хамелеон. Хамелеон. Я Так хочу вот. попробовать, правда ли он поменяет цвет? Он может лишь становиться чуть темнее или же чуть светлее. Это йеменский хамелеон, или по-другому же шлемоносец. Он у нас очень цепкий. Ну все, просыпайся. Он в Зверополисе вот такой был. Просыпайся, не пугайся. Одна героиня была. Да, чуть цвет ярче у него, насыщеннее. Он всегда с открытым ртом. Это он пока пугается. Нормальный такой. Делает вид, что он грозный. Мне очень страшно. Только у него ни одного зуба нет. Но есть. Как бы они не видны, но есть. Довольно-таки сильно может укусить. Это кто? Агама бородатая. Осторожно, у нее когти. Она такая шершавая, как засохшая морская звезда. Можно еще и на плечо посадить. Не кусаются. Давайте. По-другому их называют даже драконами. Так что не все динозавры вымерли. Да? Они очень любят внимание, кушают фрукты, насекомых также. Они очень смешно бегают. Ну, ему нравится, когда я ему голову так глажу. Глазки, Смотрите. да, закрывает? Да, он зажмурился, смотрите. Смотрите. Они очень социальные животные. А в квартире такого можно Да. завести? А ухаживать, как кормить? То есть определенно закрытый именно террариум, контейнер или еще что, где он будет жить. Обязательно плотно должно везде закрываться, чтобы не мог сбежать. Также обязательно мисочка, поилка. И вот, как я уже сказала, кушают насекомых и фрукты. Порода африканский ежик, это еще подросток. Ночные животные, днем они спят. Кушают кошачий корм, насекомых и мясо. Как и положено подростку, да? Днем мы спим, вечером гуляем. Я слышала, что многие, кто домой заводит ежиков, что они очень сильно топают. Да. Так как они ночные животные, а ночью уже все слышится хорошо. И они ночью начинают бегать, топать, поэтому им надо обязательно колесо ставить, чтобы они бегали на нем. Активные животные довольно-таки. И, кстати, совсем не колючие. Она, видимо, решила на мне посидеть. Он вам доверяет. Ну, это очень приятно. А как быть с остальными? Видите, друзья, какая у нас уникальная возможность рассмотреть буквально со всех сторон летучие собаки. Ну что, друзья, наши съемки подходят к концу. Это, наверное, была самая милая съемка в моей практике, потому что так много еще прекрасных животных рядом со мной. Наверное, одновременно еще никогда не находилась. А мы с вами прощаемся, но увидимся в следующих выпусках. Всем пока! Он меня облизывает и кусает.
Испытано на себе.